Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних установлен подросток, похитивший из продуктового магазина ящик для пожертвований прихода местного храма. Оказалось, это не первый проступок подростка. В первый раз священник, обнаружив отсутствие ящика, не стал обращаться в полицию. Во второй раз несовершеннолетний был пойман с поличным. Похищенное изъято и возвращено. Подросток поставлен на учет подразделений по делам несовершеннолетних. Однако этим меры не ограничились, так как несовершеннолетний достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершение кражи. В отношении него возбуждено дело. В столице республики на территории Зеленого Луга обнаружен погрузчик марки «Сэм». Как сообщили в пресс-службе Минэкологии региона, он провалился, пытаясь вытащить другую машину. Погрузчик обнаружили в ходе рейда на предмет выявления нарушений природоохранного законодательства. В результате происшествия образована полынья площадью около 20 квадратных метров. На момент обследования топливный бак не был поврежден, а разлива нефтепродуктов на поверхности льда и снега не выявлено. Якутскими полицейскими спасен трехмесячный младенец, оставленный матерью в квартире на 4 дня. Подробнее расскажут коллеги из Министерства внутренних дел. 3 апреля около 7 часов утра на пульт дежурной части МУМВД России Якутская поступило сообщение о том, что из квартиры в жилом доме по улице Петровского раздается непрекращающийся детский плач. На адрес незамедлительно выехали участковые уполномоченные полиции и инспектор ПДН отдела полиции номер 1 Межмуниципального управления МВД России Якутская. По прибытию полицейские, не достучавшись до жильцов квартиры, из которой действительно раздавался плач младенца, приняли единственно верное решение о вскрытии входной двери. После того, как полицейские получили доступ в квартиру, они обнаружили лежащего на диване трехмесячного младенца. Младенец находился один, рядом лежала пустая бутылочка для вскармливания, мать отсутствовала. Вызванная бригада скорой помощи госпитализировала ребенка грудного возраста в инфекционное отделение детской клинической больницы. Сегодня к нам поступил ребенок. При осмотре ребенок неухоженный, грязный, с опрелостями. А так развитие у него хорошее. На 3 месяца соответствует. В области промежности, видимо, долго лежал с жидким стулом в памперсе, по рентгену бронхит. Поэтому пока ребенок будет находиться у нас. В то же утро мать младенца была разыскана. Установлено, что 37-летняя женщина, взяв с собой 3-летнего сына, покинула дом 30 апреля. Присмотр за младенцем доверила своему неоднократно судимому 31-летнему брату. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, который не раз привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и нанесение побоев. Дядя также покинул младенца и был установлен позже в селе Хатассы. Причина, по которой женщина покинула младенца на целых 4 дня – употребление спиртных напитков. В настоящее время 3-летний сын, которому пришлось сопровождать нетрезвую мать по различным адресам 17-го квартала города Якутска, изъят и помещен в дом ребенка. Помимо этих детей у данной женщины есть 10-летний сын, который воспитывается у родственников в Амгинском районе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». В международной повестке на химическом заводе в Техасе прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Погиб 1 человек, рассказывает Никита Конев. Взрыв и пожар на химическом заводе неподалеку от Хьюстона, штат Техас, унесли жизнь 1 человека. Еще 2 пострадали, об их состоянии пока ничего не известно. Пламя вспыхнуло возле цистерны с изобутиленом, из него делают один из компонентов авиационного топлива. Власти запретили жителям окрестных районов покидать дома, правда эти меры вскоре отменили, когда специалисты убедились, что угрозы здоровью нет. Владельцы компании принесли извинения и заявили, что безопасность людей является для них приоритетом. Это уже 2-й пожар на химическом заводе в окрестностях Хьюстона меньше, чем за месяц. 17 марта загорелась фабрика в Дир-парке. Огонь не могли потушить 3 дня. Были уничтожены 11 цистерн с топливом.
На этом пока все. Берегите себя и своих детей.